Здравствуйте! С вами в эфире передача «Авторивьера». В одном из прошлых выпусков мы рассказывали вам об успешном автотранспортном предприятии по пассажирским перевозкам «Гаруда Экспресс». А сегодня мы ознакомим вас с транспортным подразделением компании «Каскад-М» по грузовым перевозкам. В настоящее время в Абхазии сформировался целый ряд автотранспортных компаний, соответствующих современным требованиям организации подобных предприятий. Одним из таких является автотранспортное подразделение компании «Каскад-М». Руководство при создании общей концепции развития на долгую перспективу сочло необходимым создание собственного мощного автопарка. В это были вложены немалые средства. Сегодня «Каскад-М», к примеру, способен с помощью собственного транспорта разгрузить корабль с грузом около 200 тысяч тонн за один день. Доставляет строительные материалы своим клиентам, также по заказу обслуживает другие компании и частные лица. Мы находимся на территории автопарка компании «Каскад», которая занимается грузовыми перевозками и логистикой на территории Абхазии. Об этом транспортном подразделении нам расскажет коммерческий директор компании «Каскад» Дунамалян Армен. С развитием компании и расширением сети на территории Абхазии возросла потребность в большом количестве специализированной техники. Автокары, самопогрузчики, краны, дальномеры. Чтобы управлять рационально таким количеством автопарка и снизить расходы и время доставки груза, не обойтись без современных технологий. Вот уже как 2 года наша компания использует в своей работе GPS-навигацию. Техника сложная, дорогостоящая. Компания уделяет особое внимание подбору специалистов. Наши водители с большим опытом работы, имеющие соответствующие категории. Особое внимание руководство уделяет безопасности. Вся техника содержится в исправном состоянии и выезжает на маршрут в соответствии со всеми необходимыми требованиями. Работать водителем на таком транспорте очень ответственно. Как правило, это опытные водители, которые очень любят свою работу. Чтобы управлять такими машинами, требуются определенные навыки. Надо в прямом смысле слова чувствовать свою машину. Такой опыт приобретают те, кто имеет к этому призвание, плюс трудолюбие и старательность. Сегодня мы выезжаем на маршрут с Вахтангом Хурцелавом. Он, как и положено, пристегнулся, а на дополнительное место ремень безопасности не предусмотрен. Да, и едем-то мы по городу недалеко. Сейчас мы едем на улицу Воронова, да? Да, филиал. Ваш филиал. В этой компании вы работаете давно, да? Ну да, почти со дня основания компании. Вы мне говорили, что у вас такой коллектив в основном постоянный, мало кто уходит от вас. Нет, у нас уже, чтобы те, которые вот с начала создания компании, которые работают, эти же люди постоянно до сих пор все в основном просто люди добавляются, транспорт увеличивается, да, количество транспорта увеличивается, и люди добавляются.
Ну, сейчас уже где-то, наверное, года 2 стабильный коллектив. Ну, то есть у вас нормальные, стабильные условия работы, Да, поэтому никто ну, особо не собирается. То, чтобы уволился, если там какая-то по какой-то нужде кому-то вообще уехать надо или что-то такое, только в таких случаях. А так, чтобы люди увольнялись, у нас в коллективе, например, за 6 лет я не помню, что такое было. Сегодня в Абхазии таких профессионалов, наверное, не так много, которые могут ездить на таких большегрузных машинах. Да нет, есть почему. Просто если далеко за пределы Абхазии выезжают, много таких ребят. Ну, автопарк Каскада, он не маленький, в принципе. Ну да. Много таких машин, огроменных, и манипуляторы всякие, которые сами себя могут разгрузить, загрузить. Как с водителем поговорим с вами о том, что на дороге происходит, когда вы вот на такой машине большой едете. Все уступают, все как-то, наверное, Да видят, нет. машина большая, сложно поворачивать, там разворачиваться. Понимают, наверное, многие. Ну, многие понимают, конечно, да. Но далеко не все. Ну да, это, если бы все понимали бы, то всем легко было бы. И им, и нам. Ну, в основном, какие сложности у вас так? Ну, сложности, многие недовольны водители, что вот мы в основном ездим по второй полосе. Вообще-то, если по правилам взять, то мы не должны на вторую полосу выезжать, только там в некоторых случаях можно выезжать. Но первая полоса у нас, сами знаете, Автобусы, троллейбусы. общественный транспорт, да, потому что если я выйду, буду ехать по первой полосе, вот Каждый раз объезжать их вам, да? объезжать, потом наши маршрутки по требованию останавливаются. Ну да. И вот невозможно, по первой полосе практически невозможно на таком грузовике ездить. Потом насаждения низкие, машина большая, везде цепляешь, ветки ломаются, листья сыпятся. Вот из-за этого приходится все время легковой-то меня объехать справа легче. И вот без задержек машина идет, видите. А если бы там по первой полосе шел, то Да, возможно, вам еще было бы каждый проблемы. раз объезжать остановившийся автобус. Ну да, это, Такси. во-первых, если поток большой машин, редко кто поймет это, пропустит. Хотя, Наоборот, еще помехи создадут. ну да, это самое. Хотя вот видят, что поворот включенный, просишь пропустить, нет никакой. Вот у нас, особенно тут на вокзале, часто такое бывает. Потому что возле аптеки стоит транспорт, обычно там остановка, люди заходят там что-то купить. Одна А, полоса занята. Занято всегда. почти. Остается 1,5 полосы. 2 машины не помещаются в этой вот, ты включаешь поворот, просишь пропустить. Это кто? Потом начинаются сигналы, все остальное и прочее. Как гласит известная фраза, водители, будьте вежливы. Да, взаимовежливы. Взаимовежливы. Ну что делать? Культура со временем приходит. Ну и, наверное, это вот обычное дело, когда вас обгоняют, встают перед вами и потом сбрасывают скорость. Или перед светофором тормозят, да? Светофор, полицейский, это часто бывает. Потому что, не знаю, может, не рассчитывают на что-то, но они думают, что на легковой он остановился, там, встал, а я там, у меня тормозной путь большой. Часто приходится к критическим мерам прибегать, там, тормозить резко. Потом сзади транспорт, который идет, он же тоже. Ну да.
Шарик знает, что зебра или зеленый сигнал светофора не гарантируют ему жизнь, и смотреть по сторонам он обязан всегда. Всем рекомендую держать в автомобиле свод правил дорожного движения. В нем вы всегда найдете ответы на возникшие у вас вопросы, особенно если они появились при общении с сотрудником госавтоинспекции. Они же должны понимать, что вы не всегда сможете остановить такую тяжелую машину. И если они, как говорят, подрезают или вынырнули там перед вами, встали, еще и затормозили, последствия будут тяжелые, могут быть очень тяжелые. Это стоит знать. Ну да, особенно на легковых они, ну как-то не знаю я, то ли не думают об этом, или на дороге надо быть участником дорожного движения и чувствовать вот это, свое участие в этом движении. Габариты большие, прицеп подрезает. Очень часто на перекрестках такие вещи бывают, потому что линия стоп, ее никто не соблюдает. А она сделана для того, чтобы можно было любому виду транспорта повернуть. Да. Прицеп-то подрезает почти 1,5 метра. Если я на 90 градусов проворачиваю на повороте, он на 1,5 метра от 7-метровой машины тягача. Да, к светофору, то уже деваться некуда. Вот у нас такие светофоры есть, где, особенно когда мы с порта едем, на базу везем товар, груз этот с кораблей, возле 4-й школы. Там светофор такой, магазин, перекресток. Да. Они легковые часто выезжают чуть ли не на первую полосу. И вот приходится его... То есть маневра у вас не остается, чтобы... Да, места не остается для маневра. И иной раз бывает даже, что легковым приходится назад сдавать, пропустить. Не сдаст назад, я на него прицепом могу наехать. Если, конечно, я замечу это. Но стараемся замечать это все. Вы сами, наверное, там садитесь на легковую машину тоже? Ну да, я езжу на работу, я в Бабушерах живу, в аэропорту. Как вот это вот перестраиваетесь с этой большой... Да я уже привык, столько лет как-то... Ну да, естественно, просто настолько разные машины. Ну да, легковая есть легковая, конечно, там уже совсем манеры поведения другие. И машины, и мои поведения тоже другие становятся. Это ясное дело, конечно. Водитель, который сидит здесь и там, у них... Ну да, разные. Мировоззрение на вот это все, что происходит, да. Но переключаемся. Тем не менее, конечно, водители легковых должны понимать, что если как-то неожиданно выскочил, встал перед такой большой машиной... Ну да, последствия будут последствия могут быть серьезные, да. То есть остановить такую машину — это большие сложности. И потом они должны понимать, что у вас много зеркал, но все равно не все вам, наверное, видно. Ну да, есть мертвые зоны, которые недоступны для зрения, но потом и пешеходы тоже много проблем создают. Вот на зебре, я понимаю, могу уступить, но вот сейчас обзора нет, сзади, которая машина меня идет, у него обзора нет. Они выходят даже... Вот даже на вокзале был случай, когда стояла машина на светофоре, да, перед носом он проходил перед... Он его не видел. Он его просто не видел. Он физически не мог его никак увидеть, потому что... Он проехал на зеленый свет, а... Тот остался под машиной, да. Культура поведения надо немного повышать ее. Да, уважение, взаимоуважение на дороге много значит. Почему на тротуаре люди вроде как уважают друг друга? Вот так не забегают, не запрыгивают перед кем-то. Да. А на машинах почему-то это происходит. Вот тут все по-разному получается. Просто, не знаю, может, вот мы, водители, привыкли к тому, что вот если мы нарушаем правила, нас наказывают. Да. А вот пешеход идет, ему как-то он думает, что... Захотел, пошел. Да, и пошел. Он думает, что я в любую секунду могу остановить. Еще и задумался. Ну да, тем более сейчас молодежь как ходит.
наушники и засунули уши. Этим летом, наверное, ожидается большой поток туристов. Вот, да, Я вот. думаю, что будет очень сложно и в Сухуми, и по трассе тоже. Ну, это, естественно, и пробки будут. Это уже мы сейчас привыкли, что без пробок ездим. Да. А то увеличится поток машин. А если будет Да, большое наши количество... дороги не справятся. В городе тяжело, конечно, ездить на такой машине, но когда за город выезжаешь, там немножко полегче, можно расслабиться, но в городе надо... Ну вот на таких машинах ездить это нужно мастерство, особенно вот там припарковаться, сдать назад, там это, Ну, это целое. все с годами опыт С опытом, приходит, да. да. Когда человек стабильно работает, то он уже привыкает. Вот у нас вот водители, вот, что дата. Вот. Они молодые ребята, а уже Да, он молодой, 3-4 относительно. года, то что вот работает, по-моему, 4 года у нас работает, вот. Уже с прицепом справляется, как будто у него стаж. Да, вот мы вот смотрели большой же, стаж, да. он, ну, человек, когда любит свое дело, Да, заметно. вот это я, например, считаю, что он профессионал. Это его дело, которое он любит, Молодец. уважает и все время стремится, ну, как-то повышать свое мастерство. Заезды у нас тоже такие узкие. Да, для Да. таких машин ну, много где узкие дороги, конечно, вот по Европе тоже, когда бывал, обращал внимание, у них еще уже дороги. Я удивлялся, как большие машины. Расходятся машины. Они, у них полоса даже такая, что впритык машина. Ну да, осевая линия и ограничение боковое. Это 2,70. У нас пошире полосы. Пока такого потока транспорта нет, особенно грузового. Вот, в основном весь поток легковые автомобили. Вообще компания «Каскаду» уделяет внимание безопасности. Насчет этого, я не знаю, у нас руководители, насколько, вот сколько я лет работаю, такого не было, чтобы мы какие-то замечания сделали по техническим состояниям транспорта, чтобы никто не откликнулся, такого не было. Сразу же, тут же эти запчасти или что-то там надо, заказывается, все, привозят. Не знаю, жалоб со стороны водителей. То есть они То, что внимательно относятся. насчет запчастей, что-то там такое, такого не было еще, я не помню. Ну, там бывает, что чуть-чуть задержка, там, может, на полдня задержка, запчасть не пришла, или что-то такое. Ну, это больших проблем не создает. Ну, в их интересах тоже, чтобы автомобили Ну, это ясно, конечно. весь транспорт был исправен. Ну. Приезжаете на рейс. Потому что сегодня очень дорого транспорт. Самый дорогой вид транспорта — автомобильный транспорт. И простой такого транспорта очень дорого обходится любому руководителю. А вот это вот навигация, что стоит, GPRS-навигация. Там на базе То через есть компьютер. на мониторе там видно, Да, все где отслеживается, где какая машина находится, сколько времени стоит под разгрузкой. Вот отряд пути Сухум Гагра, например. Ну да, когда им Какое время, потребуется да. на какой-то маршрут еще опустить машину, они видят, кто ближе, да. Да, они могут в дороге, вот у нас, если я, например, еду с Гагры, уже в Порожнее, еду в Сухум, то они знают, в каком я, например, нахожусь в Мюссерах. А с Будауты надо груз забрать, привезти. Они мне звонят, вот так, вот так. Я по пути заезжаю, забираю груз, или же, если со стороны Галла еду, также То есть могу это заехать. очень удобно. Ну, конечно, удобно. Рационально и Ну дает да. дополнительно. Порожнего пробега избегаешь, чтобы меньше было. Потому что машину эффективнее использовать, чтобы она груз возила, чем пустым ездить. Ну что ж, Вахтанг, посоветуем водителям уважительнее относиться к такому транспорту. Да чтобы я думаю, что вообще друг другу не создавали как- сложности да. в жизни. Не то, что к такому транспорту, Надо- просто даже друг к другу Да. уважение, все. А здесь просто особо, потому что Ну да, реально условия остановить и трогаться, разгонять эту машину очень сложно. Это надо. В нашей передаче сегодня участвовал водитель компании «Каскад» Вахтанг Пурцелава. Спасибо вам за участие. Желаем вам счастливого пути, зеленого света всегда. Спасибо вам, что понимаете наши проблемы. Может,
ты наконец прекратишь на него смотреть? А что, камень треснет? О, нет, я приплатил, чтобы дали не бьющийся. Не сомневаюсь. Да выключи ты его. Сейчас только прочту и выключу. Выключай. Это сработает. Выключаю. На сегодня это все. Передача подошла к концу. Авторивьера желает всем счастливого пути.